Так, слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Уважаемые судьи Конституционного суда, по мере поступления запросов обращающих сторон мы свои правовые позиции давали. Мы считаем, что именно оспариваемая статья 455 в части действий суда по вновь открывшимся обстоятельствам, по новым обстоятельствам, нуждаются в конституционной проверке с вашей стороны. Да? Однозначно сказать, эта норма противоречит или не противоречит, я не уполномочен, это право суда только. Да? Но я считаю, что конституционная проверка должна по этой статье быть проведена с вашей стороны по следующим основаниям. Если взять 455 статью, статья гласит: решение суда, рассматривающее ходатайство о возобновлении по новым, вновь открывшимся обстоятельствам. Первое. Об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам предусмотрен пунктом 4 части 1 статьи 451. В части 3 статьи 451 есть 4 основания. Но почему-то в законодательстве у нас указан только четвертый пункт части 3. То есть где первая часть, где вторая, где третья. То есть уже есть неопределенность. В части об удовлетворении, вот здесь говорю, плюс передача дела прокурору для организации досудебного производства. История Курманбекова, Нурматова показывает, что Верховный суд, не отменяя, передав Генеральной прокуратуре, поставил в правовой тупик Генеральную прокуратуру. Как бы надо бы расследовать, но никто не отменял статусы осужденных, поэтому действительно возникает проблема. То есть вызывает неопределенность, вот эти коллизии, когда не знают, как госорганы, как поступить. По второму пункту. Об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым обстоятельствам, отмене приговора, определении постановления суда или прекращении дела. Даже вот изложение постановления суда или прекращение дела. То есть тоже, скажем, структура самой статьи вызывает неопределенность. Ну вот то, что представитель Джаваркинеша пытался сказать. Дело Джангурчиева, Калмуратова. Верховный суд прекрасно отменяет все акты, возвращает в первую инстанцию. Что мешало в отношении Нурматова также поступить? А первая инстанция могла вернуть Генеральную прокуратуру за ВПС, например. Также дело Курманбекова, наш уважаемый экс-президент Атамбаев. Его же дело спокойно пересмотрели, все акты отменили, дело вернули, его выпустили. Тоже это, то есть, хотя Верховный суд по всем 4 делам руководствовался 455 статьей. Все. То есть по 4 делам 4 разных решения. И получается, я считаю, что эта статья нуждается в конституционной проверке, потому что неточные, нечеткие изложенные нормы вызывают неопределенность, вызывают вот эти коллизии. Поэтому в части того, что эта статья нуждается в проверке с вашей стороны, мы полностью поддерживаем позицию сторон. Если есть вопросы, я готов ответить. Обращающая сторона, у вас есть вопросы к представителю президента Кабинета Нет. министров? Нету, не имею. Нет вопросов. Нет вопросов. Вопросов нет. Самат Хаштубекович. Вопросов нет. Уважаемый судья, есть вопросы? Присаживайтесь, пожалуйста.